Yönetme hızlılara partiyaga kiren turabın. Ol kilbitin diyen Koçetağı bu kıtağına bilemeye tüyaklar biraz sağdak tutamın narokun doyduğun, türevi doyduğun kımıskayten bildiğin ona han o seriyitten tınına hanımın hakkında doyduğun erkille kalan baranman olağımız salak doğradılar handık koyda hıcıvıcı bilneger ülühen canlar, boroskoy canlar intereslerin kımıskayter bin tüyaklarından eti Markız yeni yüreklerin, killeri giyelerin, o sırada ederek çakka adında canlarına bakka diğerde hatalar bunu diye ta kilen turabın tavanda ol sığalgın tularga kılak barının üleli hatatın Komünistik Partiye o sırada hasta ve niketü kilekte ederek çat kloğuruk tartığına bir Çakça şöyle yirmitler. Beymet bu habitat. Onu yemeğe çatara tabii. Yemeğe çatara. Peki de olan başka bir hikaye bir kere kirip olan kalıyor. Kalyan bol bakka. Yemeğe kaskil bir şey. Biha hasın bu dönüyor. İndiki biha yollarda salkar baraklar yollarda biha olan bu şeyler bir biha da çekip vallahi. Onlar da Beymet'e bir sana bakın bu yollarda tepkiye. Onda tartıyor. Onu ülkelerde sükkeriye, onu esnetmeyete bulan daha şey yapmışlar. Minister Zanaviç intervью bu tehim lahan galıyla, onun skilleri var. Пожалуйста. От имени Министерства образования всех поздравляю с праздником единомышленников. Кто-то здесь приехал впервые на Верхневилюйскую землю, кто-то здесь участвует уже давно, второй, третий раз. Но для всех это событие, конечно же, важное. Как сказали выше, общение с единомышленниками – это шаг к развитию самого себя. Это прежде всего. Математика, как известно, царица наук, а физика – это соль, остальное – ноль. Именно такие слова были над деканатом нашего факультета, Иркутском государственном университете, физическом факультете, когда поступал. Вот эти слова мне вбились в память надолго, навсегда. Физика – соль, остальное – ноль. Потом, как известно, без соли человек не существует. Без соли пища невкусная. Без соли жизни нет. Это самый важный элемент обмена веществ в человеческом организме. Поэтому, как правильно было сказано, физика – соль, остальное – ноль. И учились мы в Институте благородных девиз в здании XVIII века. Сейчас там учатся благородные физики, а на первом этаже красивые математички. Почему математички? Потому что первый этаж были сплошные девушки математики, а второй этаж это были мы физики, где были одни мужчины. Почему-то вот так устроил Бог человеческий мозг, физики мужчины, математики женщины, в большинстве своем. В большинстве своем. А потом я только узнал, что физики это, оказывается, лирики. Поэтому с праздником вас, математиков, физиков и лириков. Важен не сам конкурс, а важна подготовка. Когда мы готовимся к конкурсу, мы просматриваем все, что у нас есть, и раскладываем по полку. Вот здесь у меня хорошо, здесь не очень, а у меня здесь совсем пусто. И мы начинаем над этим работать, и после конкурса мы уже другие люди. Поэтому поздравляю вас только за то, что вы решились участвовать в конкурсе, потому что после конкурса вы выйдете другими людьми и новых вам высот. Всего хорошего, будем работать! А этот конкурс самый выгодный для учителя. Почему? Потому что конкурсант делает методическую письменную работу. Это самое легкое, что мы можем сделать.
без открытых уроков, без классных часов и так далее. То есть проверка будет диагностирование, да? И 3 лучших потом дадут открытые уроки. Ну, это уже конкурсанты будут настоящие. Для остальных это ежегодная диагностика, как бы, самопроверка. И после этого вам предстоит создать индивидуальный маршрут развития, в общем, чтобы вы проходили курсы повышения квалификации, чтобы вы развивались и дальше, и чтобы качественные давали уроки, чтобы наши дети... Все это в конечном итоге должно привести к повышению качества образования нашего. Вот вся наша цель.
наблюдая за самыми обыкновенными простыми вещами, вы можете разобраться в мире гораздо лучше, чем если просто будете думать абстрактно. Поэтому следите за самыми простыми вещами, старайтесь думать, старайтесь задавать вопросы, проявлять любознательность. Ну и тригонометрию не забывайте, потому что выучить это хорошо, но если ты чуть-чуть забыл, надо уметь вывести, конечно. Понятно? Все, тогда спасибо большое за внимание. Всем спасибо. Девочка Даша, и у нее единственно есть имя. У остальных пионеров есть имя? Нет. Нет. Не раскрыто. А у Цветка есть имя? Тоже он неизвестен. Хорошо. Дальше вот мы сказали помощь пионеров. Так, и тут пионеры, мы сами сказали, что они помогают, ну, скажем, людям, пожилым людям, да, тем, кто нуждается. Так? А тут у нас помощь пионеров именно кому или чему? Цветку. Так. И указано еще. Абсолютный победитель открытого профессионального конкурса Кубок Дмитрия Спиридоновича Спиридонова 12-13 марта 2024 года, село Верхний Вилюсин. Кубок! Держите, это ваш кубок. Менің атым Яна Васильевна Иванова. Мен Нұрбатар технический лицейттен хаджабын. Бәрін учтала
учитывая уналер торт университет, Кубокка абсолютный победитель Кубка Спиридонова был, он абсолютный победитель Кубка трех был, уверен, туравын. Это был конкурс как тачларга, организаторларга баргатыл мактатыл биртех барабын хачы диктерилен барта бу время монголлан учуба интересне рохтарын көрдүбүт аны барта учуба дикерген байдык хаста анын тариятчилерге мактал биртередех бар. Всем здравствуйте. Конкурс замечательный, очень понравился. Нужно отметить, что здесь сразу 3 кубка физики, математики и лирики. Задумка вообще интересная. Гости издалека, из Питера, из Ульяновска. Понравилось то, что они еще успевают работать в это время с выпускниками, прорабатывать задания АГЭ, ЕГЭ, там, по математике, по физике. Организаторы молодцы. В очередной раз убедился, что здесь, в Верхневильюске, умеют организовать настоящее большое педагогическое событие. В этот раз я принимал участие в организации и проведении Тумер-форума и конкурса учителей математики в основном. Да, я же учитель математики. Вот. Очень высокий уровень конкурсантов. Поразительно хорошие сегодня были оба урока. Очень маленькая была разница между победителем и вторым местом. Поэтому удивительно здорово и тепло здесь меня встречают на якутской земле все, кого я встречаю. Поэтому хочу отдельно поблагодарить всех организаторов конкурса за то, что у меня есть возможность так прикоснуться вот к этому теплому чувству и внести свою скромную лепту в повышение качества образования в Республике Саха. В таком Тумер-форуме, Тумер-форум – это такой замечательный конкурс, где собираются учителя, работающие в Верхневильюске и других улус, даже приезжают из Якутии. Здесь проводится конкурс на профессиональное мастерство. Я уже не первый раз, и каждый раз я поражаюсь, удивляюсь, какие таланты работают в Республике Саха-Якутия. Здесь они показывают нам то, как работать ежедневно, обыденно, не для конкурса, а для того, чтобы получить хорошие прошлые знания. Как мы раньше говорили, что добиваются знаний, умений и навыков. И сегодняшний конкурс тоже это показали. И у меня есть с чем сравнивать, а все познается в сравнении. Вот я в таком конкурсе здесь участвовал членом жюри 4 года назад, а сегодня... Некоторые даже были те конкурсанты и совершенно другие. Уровень преподавательский конкурсантов вырос намного. То есть это говорит о том, что конкурс дает свои положительные плоды. Поэтому я призываю еще тех учителей, которые как бы стесняются, чтобы они были посмелее и пошли именно на конкурс. В принципе, не сам конкурс развивает вот именно период подготовки к конкурсу. Поэтому чем мы смелее участвуем в конкурсах, чем выше у нас будет профессиональный уровень, ну, чем лучше это будет для образования, в первую очередь для своего наследия, для своего улуса, для своей республики, а в целом для нашей страны.